Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Моя фамилия Моисей Богуславский. Окей. Я хотел бы, если можно, поделиться некоторыми воспоминаниями о сотрудничестве с Ильей. Да, пожалуйста. Да, конечно. Ну, дело в том, что познакомились мы с ним в 1992 году, когда ему пришла идея выпускать художественный журнал «Доместик», он так назывался. И я входил в число авторского коллектива. Нас там было 6 человек. Кумкис, Верховский, Гольдман, Богуславский, Гельфер и Соколов. Мы задумывали этот журнал выпускать по подписке. Подписка была так: выход в год, 6 журналов, это каждые 2 месяца, и цена была $2 за журнал. Содержание было всевозможное, от материалов американских газет, в помощь иммигрантам, которые приезжали. Были материалы из российских газет, там «Аргументы и факты», или те газеты, которые привозили иммигранты из Союза, которые приезжали. Был там раздел анекдотов, кроссвордов, рецептов кулинарных. Первый номер мы выпустили в сентябре 1993 года. Он был очень интересен, потому что тогда у нас не было ни компьютера, ничего, и он печатался на машинке. И вот наши подписчики, а их было 10, вот мы и сделали 10 экземпляров. Первую читательскую конференцию мы провели в 1994 году, тоже в сентябре, и к этому времени мы уже выпустили 7 номеров. Интересно было то, что все, кто в авторском коллективе как бы присутствовал, они тоже давали свои материалы в этот сборник или в этот журнал «Доместик». Но были материалы, в которых было написано так: материалы без указания автора или источника принадлежали Илье. И он в основном эти материалы давал где-то приблизительно 70% во всем этом сборнике, потому что он привез очень много материалов с собой, и ему хотелось это вот сделать как-то более разнообразно. После того, как мы вот провели вот эту конференцию в сентябре 94-го, у коллектива вот авторского возникла идея: а что если создать или выпускать, или как бы объединить всех поэтов, которые живут в Калифорнии, в какой-то альманах, потому что каждый автор хочет напечататься, но это дорого, и он сам выпустить книжку не может. Но несколько страниц вот в этом альманахе можно было бы сделать. И мы обратились за помощью ко многим газетам, которые были вот в районе Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. Интересно то, что первую помощь нам оказала газета «Панорама» из Лос-Анджелеса. Она первая опубликовала призыв нашей редакции к сотрудничеству тех авторов, которые есть. И вот первый номер этого журнала у нас вышел в 1994 году, и стоил он тогда, его стоимость была у нас $2,50. После этого уже выходили журналы, вот на сегодняшний день их уже 20 альманахов. Вот в первом альманахе у нас было 15 поэтов, и страниц было всего 52. В четвертом уже было 80 страниц и 23 поэта. И в 16-м, это последний номер, который Илья перед смертью набирал, это надо считать его заслугой в выпуске этого номера, там уже было 270 страниц и 56 авторов. Ну, сейчас что можно сказать? Сейчас у нас уже 20-й юбилейный вышел, но я единственное хочу сказать, чтобы, так сказать, не получилось это хвастовством, но я горжусь, что все 16 номеров на обложке этого красовалась сова, которая была нарисована мной.
по просьбе Ильи, как наша визитная карточка. И вот начиная с первого номера Илья постоянно на обложке писал, что обложка выполнена Моисеем Богуславским. И если можно, я бы хотел в заключении прочитать маленькое стихотворение из сборника Ильи, которое называется «Ноктюрн». Можно? Хорошо. Жизнь обычно разводит и сводит. Кто был другом, стать может врагом. Мы привыкли к финтам ее вроде, каждый шутками жизни знаком. Но всегда, словно горе в полмира, словно обухом по голове, сотворить не пытайся кумира, говорить о какой-то голове. Да, нужны нам крупицы надежды, дружбы, веры, опоры, любви. В жизни все мы, простите, невежды, а доверчивость в нашей крови. Мы взаимности ждем непременно, широко другу душу открыв, потому не готовы к изменам, потому и сердца на разрыв. Спасибо большое, что вы нам позвонили. С какого города вы звоните? Сан-Хосе. Алло? Сан-Хосе. Спасибо, Моисей. На здоровье. К сожалению, Будьте наш телефонный звонок оборвался. Тогда я буду... Чего? Значит, у меня что-то не работает? I don't hear him at all. Is I it don't happening? know. Hello? Да? Ну, хорошо. Ну, спасибо, до свидания. Спасибо большое за ваш звонок. До свидания. У нас тут технические проблемы. Мы перестали вас слышать, но сейчас все вроде бы будет нормально. Хорошо. Окей, спасибо. А мы переходим к нашей передаче.